заместитель председателя партии Арестович Алексей Николаевич, здесь вот ошибка в табличке, Алексей Николаевич, и лидер международного евразийского движения, директор Центра геополитических экспертиз Александр Гельевич Дугин. Потому что первое, с чем мы столкнулись в России, самое сильное впечатление, мы провели ряд встреч за прошедшие сутки, это полная недооценка реальности и степени опасности угрозы, которая нам все здесь присутствующим угрожает в той или иной степени. Вы никогда не видели просто здесь присутствующих, я говорю, даже если были в Киеве, вы не находились в толпе и не знаете вот этого специфического сочетания молодежи и стариков. Когда их перемешивают в одну толпу, получается некий специфический коктейль, замешанный на протестантских технологиях, что хотел бы подчеркнуть. Как известно, оранжевый цвет – это цвет, впервые использованный Лютером. Во время реформации они носили оранжевые бантики, оранжевые шарфы. Есть так модно апеллировать к эпохе Водолея. Так вот, как говорят наши братья-эзотерики, одна из основных тенденций эпохи Водолея – это замена архетипа иерархии на архетип сети. Люди прогоняются через цепь этих семинаров. На Украине. Наиболее способные из них отбираются и проводят такие семинары, более углубленные в Польше. Наиболее активные, пассионарные, как было сказано, наиболее такие, есть такое хорошее слово, жаргона, нарванные ребята, которые готовы жертвовать личным временем ради абстрактных достаточно идей, не за деньги, за совесть. Потому что очень много апеллировалось в России к тому, что оплаченные демонстрации на Украине, ничего подобного. Во-первых, это технически невозможно. Во-вторых, это неэффективно, потому что человек, который идет защищать свою родину, как они думали, нет. Из 100 студентов, которые приходили на Майдан, оплачиваем были только 2 студента. Активисты, которые прошли специальную подготовку и которые способны потянуть за собой курс. Они это, естественно, не афишировали. Проходит семинар в Польше. Отобранные в Польше люди посылаются в Великобританию, в США, готовятся, ставятся, в том числе и на финансирование. Это готовилось где-то примерно приблизительно с 98 года. Вот был 99-й попытка, потом 2001 акция Украины без кучмы, связанная с Бенгадзе, когда пытались это сделать. Она постепенно получила опыт уличного противостояния, вообще противостояние оппозиция, и тогда еще оппозиция, ныне власть. И она в 2004 видели, как удачно она поступила. То же самое произойдет в ближайшее время в Молдавии. Вы посмотрите, как это делается. И, к сожалению, я вижу, что присутствующие вполне адекватно воспринимают угрозу, а вот российская власть и, так сказать, силы активные, политические российские, не вполне адекватно воспринимают. Сносятся все существующие институты, опора России на ядерное оружие, на армию, на какие-то вот такие вот патриотические, на антизападную политику, на антизападную